Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшип Шара. 15 апреля исполнилось 25 лет со дня основания прокуратуры Абхазии. В Сухуми прошли мероприятия, посвященные этой дате. По случаю юбилея ведомства в зале заседаний Кабинета министров состоялось торжественное заседание, в котором приняли участие руководитель администрации президента Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, а также гости из России и Южной Осетии. Подробности в репортаже Ирины Аршба. 15 апреля 1994 года указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзенба была учреждена должность генерального прокурора, а первым генпрокурором был назначен Андрей Джиргения. Именно эта дата и считается днем основания прокуратуры Абхазии. Торжественные мероприятия, посвященные 25-летию главного следственного органа страны, начались с церемонии возложения цветов к мемориалу Отечественной войны народа Абхазии в Парке Славы в Сухуми. Память погибших защитников Родины почтили сотрудники прокуратуры во главе с генеральным прокурором Зурабом Ачба, а также представители Генеральной прокуратуры России и Южной Осетии, приехавшие на празднование юбилея ведомства. Затем в зале заседаний Кабинета министров состоялось торжественное заседание. С докладом об истории становления органов прокуратуры Абхазии и основных направлениях их деятельности выступил генпрокурор Зураб Ачба, который отметил возрастающий уровень доверия к организации со стороны граждан. 134 прокурорско-следственных работников служат сегодня в органах прокуратуры, и их главная задача – обеспечение соблюдения правопорядка и законности в стране. С самого первого дня и поныне прокуратура Абхазии славилась людьми, достойно несущими высокое звание прокурорских работников, чья жизнь и работа является примером достойного служения интересам государства и общества. Мы твердо следуем принципу преемственности поколений, приумножая достижения наших предшественников. Прошедшие годы для всех нас были отмечены новыми задачами и возрастающими нагрузками. Прокурорами принимались последовательные меры по обеспечению законности и правопорядка, восстановлению нарушенных прав граждан, защиты государственных интересов. Поздравительный адрес главы государства Рауля Хаджимба зачитал руководитель администрации президента Беслан Барцыц. Становление и развитие прокуратуры Республики Абхазия неотделимо от истории всего абхазского народа. Прокуратура является надежной опорой государства, одним из важнейших институтов отечественной правоохранительной системы. Прокуратура Абхазии всегда отличалась людьми, достойно несущими высокое звание прокурорских работников. Профессионализм, ум и честность – неотъемлемые требования каждому, кто связал свою жизнь с этой профессией. В органах прокуратуры Республики Абхазия во все времена служили преданные закону и родине люди, среди которых и наши ветераны, стоявшие у истоков ее создания. И сегодня сотрудники прокуратуры предпринимают все необходимые меры по обеспечению законности и правопорядка, восстановлению прав граждан и защите государственных интересов. Мы возлагаем большие надежды на четкую и слаженную работу прокуратуры и плодотворное сотрудничество со всеми правоохранительными органами Абхазии. Убежден, что и в дальнейшем вы будете с честью выполнять поставленные перед вами задачи. Разрешите еще раз поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать успехов в работе, здоровья и благополучия. Президент Рауль Хаджимба. Указом президента заместителям генпрокурора Ишсоу Какалия и Григорию Аршба присвоены очередные чины государственных советников юстиции 3-го класса, а генеральный прокурор Зураб Ачба удостоен звания «Заслуженный юрист Республики Абхазия». Прокуратура Абхазии строит свою работу в тесном взаимодействии с органами исполнительной, законодательной и судебной власти. И, конечно же, в день рождения звучат поздравления от руководителей этих структур. С праздником работников прокуратуры поздравили председатель Конституционного, Верховного и арбитражного судов, министр внутренних дел и спикер Народного собрания. Сегодня перед органами прокуратуры Республики Абхазия стоят актуальные задачи, требующие неотложного решения на данном этапе развития нашей страны. Прокуратура Республики Абхазия вносит свой вклад в процесс совершенствования законодательной базы Республики Абхазия и способствует реализации принципа неотвратимости наказания за нарушение закона. Выражаем уверенность, что ваша компетентность и профессионализм будут и в дальнейшем служить выполнению возложенных на вас государством ответственных задач. Абхазских коллег с профессиональным праздником поздравили представители Генеральной прокуратуры России и Южной Осетии. Прежде всего, я хочу зачитать поздравления генерального прокурора Российской Федерации Чайки Юрия Яковлевича, адресованные работникам прокуратуры Абхазии. Перед органами прокуратуры Республики Абхазия, как и перед прокурорами
всех государств стоит целый ряд ответственных задач. Прежде всего, это борьба с коррупцией, терроризмом, различного рода экстремистскими проявлениями, а также защита прав и свобод граждан. Уверен, что высокий профессионализм, компетентность, верность служебному долгу, личная самоотдача и ответственность помогут вам ежедневно справляться с поставленными задачами. От себя добавлю, что Генеральная прокуратура Российской Федерации высоко ценит сложившийся уровень взаимодействия с Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, достичь которой удалось благодаря слаженной работе российских и абхазских прокуроров. Закономерно, что результатом многолетней и плодотворной деятельности прокуратуры Республики Абхазия мы сегодня имеем сформировавшееся ведомство, занимающее прочное и почетное место в системе правоохранительных органов республики и ее высокопрофессиональных работников, готовых выполнять поставленные перед ними задачи. Высоко оцениваю нынешний уровень взаимоотношений между нашими молодыми государствами и ведомствами. Убежден, что сегодняшнее событие придаст новый положительный импульс для конструктивного сотрудничества, укрепления законности и борьбы с преступностью. А профессионализм, сплоченность и ответственный подход к делу позволит совместно оперативно решать самые сложные задачи. Указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова за содействие в решении межведомственных задач медалью за содействие были награждены генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба, его заместитель Георгий Аршба, а также ветераны органов прокуратуры Сафарби Миканба и Беслан Квициния. В завершении торжественного заседания юбилейными медалями в честь 25-летия органов прокуратуры Абхазии были награждены все ветераны ведомства. Ирина Аршба, Алексей Гухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба поздравил председателя Конституционного суда Абхазии Нурия Таня с 55-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в деле служения своему народу и Отечеству. Высокий профессионализм, компетентность и преданность интересам своего государства являются ярким примером беззаветного служения своей родине. Занимая различные государственные посты, вы всегда с большой ответственностью подходили к возложенным на вас задачам и достигали высоких результатов. Сегодня вы занимаете ответственный пост председателя Конституционного суда Республики Абхазия. Вашей основной задачей является защита Конституции, утверждение принципов справедливости, верховенства закона и права в нашей стране, отметил в частности в своем поздравлении глава государства. Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия утвердила календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия. О том, как проходит подготовка к началу выборного процесса, нам рассказал председатель Центра избиркома Тамаз Гогия. Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия, которые состоятся 21 июля 2019 года, был принят Центральной избирательной комиссией республики в соответствии с действующим законодательством. По словам председателя Центра избиркома Абхазии Тамаза Гогия, учитывая предыдущий опыт, были внесены изменения и поправки в соответствующие инструкции по проведению выборов президента Республики Абхазия. После проведения соответствующего анализа выявлялись определенные недоработки, недостатки тех же комиссий, как вышестоящих, так и нижестоящих, и в соответствии с чем нами разработаны дополнения, изменения в те инструкции уже действующие, а в некоторых случаях абсолютно новые. Огромное количество нормативно-правовой базы, которая будет рассматриваться Центральной избирательной комиссией и утверждаться, и после чего только мы сможем говорить о том, что существуют какие-то новые документы, нововведения в области нормирования, норматирования наших выборов проведения. Согласно календарному плану основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Республики Абхазия, регистрация инициативных групп и партий начнется 22 мая. Последним днем регистрации станет 11 июня. Согласно закону о выборах президента, регистрация кандидатов в президенты Республики Абхазия начнется в течение 10 дней с момента подачи документов, но не позднее 30 дней до выборов, то есть до 21 июня 2019 года. Прием документов на регистрацию инициативных групп и политических партий, прием документов заканчивается за 40 дней до дня голосования. Опять же, в данном календарном дне мы определили дату, когда это будет, за 40 дней. Но сама регистрация кандидатов за 30 дней до дня голосования.
Вопрос возникает у многих, а почему такая разница, как так получается? За 2 месяца начало приема, за 40 дней окончание, а за 30 дней 10 дней, то есть за 40 дней в последний момент для тех кандидатов, у которых документы поступили в последний день, для изучения и рассмотрения данных материалов ЦИКу дается 10 дней. Подведение итогов и подписание протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия пройдет в течение 3 дней после выборов. Итоги выборов будут опубликованы в течение 3 дней с момента подписания протокола об итогах выборов президента Республики Абхазия. Второй тур выборов в случае необходимости состоится не позднее 14 дней после первого. Проблема мусорного полигона в Сухуме, похоже, нашла свое решение. Бытовые отходы из столицы теперь вывозятся в Галский район. Соответствующее соглашение было подписано между главами 2 администраций Отгуром Харази и Тимуром Надарая. Оба руководителя назвали это решение взаимовыгодным. Гал согласился принять сухумский мусор на определенных условиях. Алика Трапш расскажет подробности. С 13 апреля коммунальное управление Сухума приступило к вывозу мусора, который временно складировался на территории гаража спецавтохозяйства в Галский район. Это временная и вынужденная мера, и она стала возможной благодаря подписанному между администрациями Сухума и Гала договору. Отходы из столицы вывозятся в Галский полигон с условием, что администрация Сухума поможет вырыть новые котлованы, и мусор, который лежит на поверхности, закопают. Тем самым приведут свалку в надлежащее состояние. Все эти дни мы интенсивно работали над тем, чтобы найти выход из этой ситуации. И на наш вопрос откликнулись гальцы во главе с руководителем района Тимуром Надарая. Но это не так, что мы будем вывозить и выбрасывать. Это выгодно и самому Гальскому району, потому что мы и их мусор тоже будем утилизировать. Пока мы из собственных средств, но правительство обещает в ближайшее время выделить нам определенные средства и закупить технику. У нас в бюджете не заложены эти средства, а это вдвое увеличиваются наши расходы. Я надеюсь на то, что правительство не останется в стороне, и они будут не разово, а постоянно помогать нам в решении этой проблемы. Мусорный полигон в Галском районе располагается в селе Шашикуара. Функционирует он с 2008 года. Территория свалки занимает 2 гектара. Раньше твердые бытовые отходы оставляли здесь прямо на поверхности, не закапывая. И в связи с этим нередки были случаи возгорания мусора. Сейчас сухумские коммунальщики подготавливают котлованы для утилизации мусора, обеспечивая их подъездными путями и водоотведением. Привезенный из Сухума мусор пока складируется. Для вывоза бытового мусора с города Сухум, помимо мусоровозов, которые обслуживают город Сухум, также задействованы большегрузные КАМАЗы 15-20 кубов вместимости. Экскаватор большой работает уже несколько дней, роет котлован и будут продолжать эти работы. Также перебрасывается техника бульдозер, который будет сталкивать данный мусор, который сейчас выгружается. Глава администрации Галского района Тимур Надарай рассказал, что соглашение со столичной администрацией является взаимовыгодным. Ранее из-за отсутствия собственной спецтехники район вынужден был брать ее в аренду и тратить на это немалые средства. 1 час экскаватора обходится, если его нанимать, около 5000 рублей. Котлован, который там надо вырыть, где-то размерами 20 на 60, скажем, да, это несколько недель работы. Учитывая, что нанимать технику для гальского бюджета это очень накладно, потому что резервный фонд наш состоит всего 1 900 000. Фактически мы огромные средства должны были потратить. Мы просили все время российских пограничников, они там нам выдавали технику. И вот, когда эту технику сухумчане представили, то получилась очень взаимовыгодная вещь. Вывоз бытовых отходов из Сухума в Гал экологии района никак не угрожает, так как полигон располагается далеко от населенных пунктов и от моря, говорят экологи. Расстояние до моря приблизительно 15 километров. Далее, санитарно-защитная норма по ГОСТу необходимо 500 метров. Здесь выдержаны эти нормы. Единственное, там надо бы достроить в некоторых участках ограду. Основные условия соответствуют нормам экологическим. Вывозить отходы из Сухума в Галский район будут до открытия нового мусорного полигона в Гулрыбском районе. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.
В МЧС Абхазии завершились экзамены для поступления в профильные российские вузы. Об итогах экзаменов в материале, подготовленном пресс-службой спасательного ведомства страны. 6 абитуриентов из Абхазии стали студентами профильных вузов МЧС Российской Федерации. 2 из них примет Академия гражданской защиты, 4 будут учиться в Академии государственной противопожарной службы. Такое решение принято по результатам вступительных экзаменов, которые проходили в МЧС Абхазии. Абитуриенты экзаменовались по физике, математике, русскому языку и физкультуре. Принимали экзамены специалисты Министерства образования республики. По словам руководства спасательного ведомства нашей страны, требования, предъявляемые к поступающим в российские профильные вузы, с каждым годом становятся все более строгими и основательными. Об этом, в частности, шла речь на встрече руководства МЧС Абхазии с поступившими студентами и их родителями. По словам министра Льва Аквициния, именно высокий профессионализм спасателей и пожарных – твердая гарантия того, что поставленные задачи будут полностью выполнены, а пострадавшие спасены. Министр поздравил поступивших с успешной сдачей экзаменов, добавив при этом, что учеба в вузах МЧС Российской Федерации требует полной самоотдачи, четкого исполнения своих обязанностей. Так что нерадивые студенты там долго не задерживаются. Нашим ребятам нужно приложить максимум стараний для того, чтобы достойно представлять республику за ее пределами. Тем более, что и в Академии гражданской защиты, и в Академии государственной противопожарной службы помимо россиян профильными знаниями овладевают представители десятков стран мира. Обучение студентов из нашей республики в учебных заведениях российского МЧС предусмотрено межправительственным соглашением от 2010 года. С 2011 года 35 граждан Абхазии стали выпускниками вузов российского МЧС. Сегодня они проходят службу как в районных подразделениях, так и в центральном аппарате МЧС Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и до полудня дождь, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 12-17 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.